Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Во-первых, разрешите представиться. Меня зовут Буркова Татьяна Александровна. Я являюсь заведующей кафедрой романо-германского языкознания и зарубежной литературы, доктор филологических наук. И само название кафедры говорит о том, что мы поговорим с вами сегодня о германском языке, а именно о немецком языке, о вступительных испытаниях по немецкому языку. Начнем с того, что, во-первых, форма сдачи экзамена дистанционная, а вид нашего экзамена – это тестирование. Тестирование, то есть это тест, который включает в себя 25 вопросов. И обратите, пожалуйста, внимание, что тестовые задания включают в себя такие разделы, как лексика, словообразование немецкого языка, грамматика, морфология и синтаксис, страноведение и лингвостроноведение. Подробнее на этих разделах мы с вами остановимся чуть-чуть позже. Вы видите, что на экране продолжительность вступительного испытания 60 минут. И для поступающих с ограниченными возможностями здоровья это время увеличивается на 1,5 часа, но при наличии соответствующих документов. И дается всего одна попытка. Минимальное количество баллов это 30 и максимальное количество баллов 60. Еще раз обратим внимание, что у нас с вами будет дистанционная форма сдачи. И пошагово посмотрим, каким алгоритмом мы пользуемся при сдаче экзамена. Во-первых, первый вход через логин и пароль отправлены на электронную почту. Если вдруг на электронную почту вы не получили логин и пароль, обязательно посмотрите папку «Спам». Далее, когда вы уже в последующем входите на сайт, вы заходите под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Третий шаг. Перед каждым экзаменом нужно фотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и фамилией, именем и отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Как мы уже отмечали выше, всего одна попытка. И обратите внимание на то, что в конце нашей консультации будет пошаговая инструкция сдачи вступительного испытания. Итак, посмотрите, пожалуйста, как мы дальше действуем. То есть мы заходим на сайт приемной комиссии, она на экране представлена. Далее выбираем бакалавриат. И заходим в документацию, где размещено расписание. Вот оно вот так вот будет выглядеть в последующем. Нас интересует с вами немецкий язык, где указана форма, даты, да, и резервные дни. Обратите, пожалуйста, внимание. То есть 21 июля даты, 23 июля, 17 августа, 19 августа, 15 сентября. И, конечно, любой экзамен всегда сопровождается подготовкой к экзамену. Как же подготовиться к экзамену? Обратите внимание. На сайте приемной комиссии, где вы выбираете бакалавриат, там прикреплена программа вступительного испытания по общеобразовательному предмету немецкий язык. Здесь еще раз вы увидите, каким образом проходят вступительные испытания. Но сейчас нас интересует второй раздел. То есть это как раз перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. И вы видите те разделы, о которых я говорила раньше чуть-чуть. Это раздел грамматики, раздел лексика или лексики и раздел страноведения и лингвостроноведения. Мы понимаем, что немецкий язык всегда удивлял нас своей грамматикой. Он четко структурирован, имеет свои законы, как в принципе и любой другой язык, но в немецком это особенно проявляется. Поэтому первым разделом у нас стоит грамматика. Грамматика традиционно включает в себя два крупных
раздела – это морфология и синтаксис. Естественно, сам грамматический материал предполагает проверку знаний вот по морфологическим темам и по синтаксическим. Самое первое место, самое важное место в грамматике немецкого языка занимает глагол, потому что вся грамматика крутится именно вокруг глагола. Важно его положение, да, порядок слов, где он всегда на втором месте стоит в утвердительных предложениях или на первом месте, когда это вопросительное предложение без вопросительного слова, или когда это придаточное предложение, где глагол, который стоял на втором месте, если это сложный глагол, уходит на последнее место. То есть, по большому счету, я всегда объясняю или говорю о 3 важных законах. Первое, глагол стоит на втором месте в определенных типах предложения. Далее, глагол образует всегда рамку или рамочную конструкцию, где одна часть стоит на втором или на первом месте, в зависимости от типа предложения, а вторая часть глагола уходит в конец, тем самым завершая предложение и образуя рамку. Ну и третье правило – это правило придаточного предложения, где в нормативной грамматике глагол стоит на последнем месте. Да? In jedem deutschen Nebensatz hat das Verb den letzten Platz. Вообще говорят Endposition или an der letzten Stelle, но для рифма мы говорим an der letzten Platz. И, естественно, следующая тоже очень большая часть речи в немецком языке – это имя существительное. Ну и все остальные, они тоже входят в раздел морфологии. Но немножечко вернусь еще раз к глаголу. При глаголе, конечно, нужно обратить внимание на время глаголов, то есть какие особенности есть у глагола, у тех глаголов, как они спрягаются в настоящем времени, как спрягаются слабые глаголы, какие особенности имеют сильные глаголы с корневыми гласными а, о, дифтонгом ау, или, например, с корневой гласной да, когда, давайте напомню немножечко, да, ich nehme, du nimmst, да, ich trage, du trägst. То есть вот эти основные правила. У глагола мы обращаем внимание, как я уже говорила, на позицию его и такие категории, как, например, повелительное наклонение, тоже имеет свои особенности образования. Вот это можно будет все повторить в грамматике, и в программе, кстати, в конце представлена литература, в которую вы, конечно, можете ссылаться. И перечислю другие части речи, на которые стоит обратить внимание, которые будут потом представлены в тесте. Это артикль, это наречие, местоимения, предлоги, союзы и частицы. Что касается артиклей и местоимений, здесь, конечно, употребление, если артикль мы говорим, то это употребление определенного артикля, неопределенного артикля в определенных позициях, или так называемого нулевого артикля, или вообще отсутствие артикля. Синтаксис включает в себя как простые предложения, так и сложные предложения. Сложные я имею в виду сложно подчиненные предложения и сложно сочиненные предложения. Вот на это тоже стоит обратить внимание. То есть важно знать типы придаточных предложений, придаточные предложения времени, придаточные предложения условия, дополнительные придаточные предложения определительные и другие. Это вот у нас синтаксис. Второй раздел – лексика и словообразование. Словообразование тоже имеет свои особенности, на это нужно обратить. То есть какие суффиксы есть. Кстати, суффиксы нам помогают в немецком языке определить род существительного. Здесь такая вот хорошая взаимосвязь идет. Ну, в качестве примера я могу сказать, например, такие суффиксы, как tum, hen, ma, ment, lein. Или если это быстро произносить, получается tum, hen, ma, ment, lein. Эти суффиксы однозначно будут говорить о том, что существительное – это существительное среднего рода. Ну, есть, например, некоторые исключения, так, например, tum, в принципе, это всегда существительное среднего рода, но два существительных имеют артикль der, то есть они являются мужским родом, это der Reichtum и der Irrtum. Остальные тум – это всегда средний род. Вот на это тоже нужно обратить внимание. Или, например, если вам встречаются суффиксы ig, ling, or, ismus, если это быстро произнести iglingоrismus, то эти суффиксы у нас мужского рода, соответственно, существительным мы ставим артикль der.
В словообразовании мы также обращаем внимание на префиксальные какие-то особенности образования новых слов, ну и так далее. Что касается лексики, лексика это, конечно, учитывает программу, школьную программу, где темы, они тоже будут перечислены, вернее, они перечислены в программе вступительного испытания, касаются они как вас лично, да, я, моя семья, моя школа, обучение в школе, так и касаются некоторых таких вот глобальных проблем, ну, такие как, например, охрана окружающей среды, что очень активно пропагандируется в немецкой культуре. Также вопросы, связанные с моим свободным времяпровождением, с гаджетами и так далее, и так далее. То есть вы эти темы в программе вступительного испытания, конечно, увидите. Ну и последний раздел, очень тоже интересный раздел, касается непосредственно культуры и лингвокультуры немецкоязычного этносоциума. Это страноведение и лингвостроноведение. Давайте с вами посмотрим некоторые примерные задания, которые встретятся вам в тесте. Итак, формулировка задания звучит следующим образом. Выберите правильный вариант ответа и пометьте его. Правильным является только один вариант. Исправления не допускаются. Ну и вот и давайте хотя бы несколько из этих примеров, которые вы видите на экране, мы с вами разберем. Ну, например, второй возьмем, да, ich, mein Auto hier stehen. То есть вы понимаете и вы видите, что здесь представлены разные глаголы bleibe, mache, lasse. И наша задача выбрать правильный вариант. То есть это задание на лексику. Да, на лексику. Сейчас мы еще раз немножечко чуть попозже подробнее я остановлюсь на лексических единицах и на темах соответствующих. Следующий вопрос. Ну, давайте через раз возьмем. Пятый, например. Лошади запряжены цугом. Немецкое слово Zug означает дорога, сбруя, поезд, шествие. То есть здесь задание, которое представлено на раздел лингвостроноведения. Или, например, девятое задание. Wir. И добавить нужно, да, eventuell bist, alt sind, komisch bin. То есть здесь одновременно включается и практическая, и лексическая сторона проверяется, и грамматическая сторона. Ну и, например, десятое задание. Peter mir das Buch geben, gibt, gib. Это как раз задание, которое проверяет грамматику. Итак, еще раз, чтобы могли зрительно увидеть те разделы, над которыми нужно немножко поработать, которые нужно повторить. То есть это грамматические разделы, морфология, синтаксис, о чем я уже выше говорила. Здесь хотелось бы просто еще раз обратить внимание на склонение существительных и прилагательных, а также на степени сравнения прилагательных и наречий. Склонение прилагательных играет важную роль в немецком языке, поскольку благодаря этому происходит согласование между прилагательным и существительным, точно так же, как и в русском языке. То есть, если мы хотели бы сказать большой автомобиль, большая машина, мы понимаем, что auto, первое, что там нам выходит, нам нужно определить род данного существительного, в немецком языке это среднего рода, das Auto, и далее по алгоритму согласовать прилагательное с существительным. Причем нужно помнить, что если стоит неопределенный артикль, то это один тип склонения. Если стоит определенный артикль, это другой тип склонения прилагательного. Отсюда, соответственно, получается разное звучание. То есть мы говорим ein großes Auto и das große Auto. Вот на это нужно тоже обратить внимание. Модальные глаголы, ну это все относится к категории глаголов, как мы говорили, к морфологической, к части речи глагол, и все эти пункты, они перечислены на экране. Раздел лексика, о чем я тоже уже говорила выше, ну здесь можно еще добавить как бы три таких аспекта: я, мое окружение и весь мир и страна изучаемого языка. А я и мое окружение, я в первую очередь, это я, семья, мои покупки, моя одежда, мои любимые книги, постановки, герои, дальше учеба, моя выбор профессии,
мои путешествия, туризм и так далее, и так далее. И, конечно, что касается непосредственно немецкой лингвокультуры и вообще немецкой культуры, мы здесь говорим о столице, о городах Германии и немецкоязычных стран, о достопримечательностях. Конечно же, мы не забываем о традициях, о национальных праздниках, знаменательных датах и так далее, и так далее. И, кстати, здесь мы плавно переходим к следующему разделу, который называется «Страноведение и лингвостроноведение». Вот пункт 3.1, обратите, пожалуйста, внимание, это как раз знание, понимание, умение употреблять в соответствующих контекстах, ситуациях лексические средства общения, как источники национально-культурной информации. А это в первую очередь безэквивалентная лексика, то есть это та лексика, которая не соответствует русскому языку, то есть у нее нет эквивалента, здесь какой-то описательный идет вариант перевода, и фоновая лексика. А фоновая лексика, здесь, конечно, в первую очередь речь идет о реалиях. Реалии – это название там национальных блюд, это название, это топонимы, то есть географические названия, антропонимы, то есть это именование людей, особенности именования. В целом в немецкой культуре, конечно, это же фразеологизмы, это так кладезь, та вот особенность, которая выделяет эту культуру, этот язык из ряда других языков, потому что это особенности каждого языка, и часто здесь они не являются эквивалентными, хотя вроде бы передают смысл, но форма передачи этого смысла абсолютно иная. Вот. Ну и, конечно, страноведческая информация – это природные особенности, это история, это разные достижения в различных областях человеческой деятельности, это известные личности, в том числе в области экономики, техники, культуры, литературы, искусства, архитектуры, в области политики и так далее, и так далее. Ну и завершая, давайте хотелось бы еще раз обратить внимание на контакты. Я всегда открыта. Если у вас есть вопросы, пишите. Телефон здесь представлен или на электронную почту, или на WhatsApp, пожалуйста. И, конечно, мы будем очень рады видеть вас в рядах наших студентов Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Большое спасибо. До встречи. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает.
но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.